правоохранительных органов находилось достаточно большое количество уголовных дел в отношении нерадивых руководителей этих предприятий, ТСЖ, всяких коммерческих кооперативов и так далее. Они находились достаточно длительный период времени. То есть фактически мы сами изучили все уголовные дела в начале года, еще в прошлом году изучали эти дела, дали конкретные указания о производстве конкретных следственных действий, что необходимо делать. Все абсолютно дела в отношении, что касается дольщиков, были окончены производством, все направлены в суд, и все уголовные дела получили свое решение. Это, то есть, обвинительные приговоры с реальным лишением свободы. В настоящий день мы смотрим, то есть, в том числе благодаря этому, то есть те организации, которые строили, не достроили, практически все признаны, и сейчас в результате органами государственной власти и мер фактически все дома, которые у нас раньше были как так называемые проблемы недостроями, да, фактически во всех случаях сейчас либо принимается мера о достройке, либо гражданам, которые вложили туда денежные средства, принимаются решения о возмещении каких-то денежных средств. То есть права граждан восстанавливаются. И у нас с каждым месяцем на территории города Якутска количество обманутых дольщиков уменьшается, количество проблемных объектов также уменьшается. Эта работа будет продолжена, пока у нас в городе Якутске не будет ни одного обманутого дольщика, ни одного проблемного объекта. А я в этом уверен. Значит, у вас получается около 2000 человек, да? По городу у нас ГСПК «Маяк» только 535 человек. Я беру пока город. 535. 3 кооператива под одним, как у вас там, Прошутинский и Альтерман, это 140 укрупненный человек там, вот так вот. Есть, кроме этого, Новострой 7, Энтузиаст 1, Дробот, Битяй, они прошли судебные все процедуры, имеют справки от органов МВД, что они пострадавшие. В случае с квартирами, с гаражами еще 70 человек. Есть чисто гаражники со стиль 34 человека. Теплосервис еще не доработал фонд, это 10 человек. Ну и самостройка Красноярова 70 человек. Это все в городе. Это укрупненные. Кроме этого, в городе Сахагидроэнергострой, это 50, то есть они имеют 19 заявлений на приемную Дмитрия Анатольевича Медведева, но по данным следствия их более 60 человек уже. То есть вот просто люди еще не дошли, то есть многие живут в улусах. Вот, это только городские. Кроме этого, есть городские жители, это по ИПК, вот как говорил представитель, подали заявление 24 человека, остальные все в сельской местности. Я насчитываю, общаясь со следствием, с прокурорским надзором, там со всеми, порядка 3500 укрупненно. Для того, чтобы, честно говоря, просто боюсь собирать данные, потому что это будет шквал, так как у приемного Дмитрия Анатольевича Медведева, партии «Единая Россия», в каждом улусе есть представительства свои. И, в принципе, можно эту работу делать. Для этого мы сейчас пытаемся получать гранты. Это и городские их выступаем, уже 3 раза выступали, это и федеральные пишем, подаем. Для того, чтобы наладить именно, в первую очередь, это сбор данных, во вторую очередь, начинать консультации через офис Дмитрия Анатольевича Медведева, партии «Единая Россия», создать межфракционную группу при городской думе депутатов и при Илтумане межфракционную группу. Цель одна сейчас – выработать законодательство местное и проанализировать наши предложения для решения вопросов как раз вот всех этих групп пострадавших. Это 161 федеральный закон, это опыт Башкирии по кооперации и, как это называется, не помню. Ну, то есть вот о чем говорит сейчас Министерство Российской Федерации строительства. Они как раз ссылаются на 161 и на башкирский опыт. И есть элементы 161 федерального, это Хабаровск, где дольщики уже добились получения федеральной земли и решают свои проблемы с привлечением, так сказать, на этот земельный участок какого-то инвестора.
И у нас, получается, есть люди, которые не попадают в обманные дольщики, правильно? И есть люди, которые попали под мошеннические действия и лишились своих, так скажем, средств. То есть они попадают в категорию людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Я правильно понимаю? Да, конечно. Жилищно-строительный кооператив, новый дом. Его центральный офис находился на Орджоникидзе 44, почти что на площади Ленина, в самом центре города Якутска. Мы оформили свои договора еще в 2015 году. Вот. И с тех пор мы как отдали деньги, вроде бы купили по такой широкой рекламе через СМИ. Кстати, по телевидению шла ведущая строка очень такая, да, мощная. И в КИМ, в газетах. Целый год шли рекламы вот именно этих домов. Мы стали пайщиками вот этого нового дома, а наш застройщик находится в судебном порядке, как говорится, тоже очень долго это идет разбирательство, но в принципе это положено, видимо, по таким правилам. Но мы, конечно, беспокоимся о возврате своих денег или же о компенсационном каком-то, ну, равноценном жилье. Вот. И, кстати, я представляю интересы 13 семей, как пострадавших только официально, которые все прошли регистрации, и у всех, как говорится, пакет документов имеется. Вот. Но мы получаем отказы как от Минстроя, так и мэрии. В общем-то, у нас тоже были разные виды, как говорится, заявлений. Вот. И сейчас нам ничего не приходится делать, как вот ждать это решения судебных процессов. Но они, к сожалению, затягиваются. И вот к этому ЖСК, который возглавлял не безызвестный Виктор Михайлович, вот, сюда вошли в наших обманутые, значит, граждане 3 дома. Кроме вот нашего Клароцитки, где не начато даже строительство, у нас, значит, есть пострадавшие граждане с Лизы Чайкиной 5, и есть с Неустроева 32. Вот. Там тоже положение очень, как говорится, подвешенное, потому что дома, хотя и новые, они относятся уже к аварийным, но и к самостроям. Это такая категория, которая, как говорится, не относится пока ни к какому законопроекту. И мы просто уповаем, у нас количество, уже общее количество... 130 человек по всем 3 объектам? 130 человек, 130 семей, которые находятся в подвешенном состоянии, которые не знают, где жить и как жить дальше. И, в общем-то, конечно, и то, что у нас договора оказались незаконные, а как бы поддельные, о чем мы узнали только года 4 назад. Ну, вот 5 лет назад мы зарегистрировались, радовались, думали, что все хорошо, оплатили полную стоимость своих новых квартир. И вот оказались в таком положении. Вот сейчас 5 лет идут судебные тяжбы, и, как говорится, этот еще неизвестно, как у нас, как говорится. Повторите, пожалуйста, улица Клары Цеткин. Клары Цеткин, 14/4. Так, Лизы Чайкиной, дом 5, район Залога. Да. И второй дом, тоже район Залога, Неустроева, 32. И всего там... Один застройщик у нас. ЖСК «Новый дом» во главе вот Виттерман Виктор Михайлович. То, что офис был в самом центре города, в шикарном, как говорится, ну, виде, да, и, конечно, мы, простые граждане, имели уже доверие от того, что шла такая, ну, массовая реклама, вот. Я представляю интересы пайщиков ипотечных кооперативов. 3 кооперативов – это «Новый дом»,
председатель Бурцев мой дом, председатель Мишутинский, по-моему, или Мишустин, ну, и третий кооператив – это тоже ипотечный, строим вместе. У нас получается только по одному кооперативу, это 2005-2006 года, ну, основной поток был, кто вступали в ипотечные кооперативы. Ну, тогда вышел закон 214 и 215 в 2004 году, 30 декабря, одновременно. Это долевое строительство и ипотечные кредитования. Получается, что кто мог подождать, вступал в долевое строительство, а кто не мог подождать, кому надо было срочно иметь крышу над головой, те вступали вот в ипотечные кооперативы в надежде, что как накопят 50% от стоимости будущего жилья, либо сразу внесут 50%, потом надо было подождать полгода, что через полгода кооператив должен был дать займ на квартиру. Ну, это мы после поняли, было понятно, что это финансовая пирамида, да, это за счет того, что люди вступали, деньги вносили, значит, первым могли купить квартиры. А дальше, ну, чем дальше уходило это все, то там уже надежды получить квартиру, ну, в смысле займ на квартиру, уже такой надежды не было. Но мы вот вступили в 2005 году, когда поняли, что нас обманули, это уже начали судиться, это многие уже в этих кооперативах в 2006 году стали судиться, были решения суда, и в 2011 году было уже сводное исполнительное производство, 62 исполнительных листа объединили в одно. Ну, это, значит, 62 пострадавших обычно было пайщика. Но наш кооператив в электронном виде, они перевелись в Барнаул. Ну, просто ушли из республики. И таким путем они нас просто наши деньги вывели. В каком году они исчезли из нашего края? Они в 2011 году исчезли, но исполнительных производств было 62 на этот момент. Ну, как это им удалось, чтобы они ушли в Барнаул, перевелись, имея вот столько исполнительных производств, более чем на 23 миллиона. И они перевелись спокойненько сперва в Барнаул, потом в Татарстан, потом переименовались и работали уже в Барнауле до 2018 года. В 2018 году, оказывается, ликвидировались. И сколько там пострадавших у вас трех? У нас получается, что по закону, да, 215-му, для того, чтобы утвердить баланс, если количество пайщиков больше 1000, то они отправляли по почте. Ну, должны были проголосовать по балансам. Мы эти балансы получили в 2006 году. Значит, пайщиков было больше 1000. Но в общем, когда предоставили оперуполномоченному АБЭП, это уже в прошлом году, с налоговой документы, я их смотрела, получилось, что они привлекли 143 миллиона. А сколько граждан обманули, я точно сказать не могу, но хотя по закону они должны были каждого члена кооператива регистрировать. Это я только узнала вчера. Вот читала закон, и там написано в комментариях. Ну, раньше смотрела закон, но в комментариях там не было, что пояснений. Оказывается, они должны были, вот как новый пайщик появлялся, они должны были регистрировать, вносить изменения в регистрационную палату. И вот сейчас вы как работаете? Вот заявление поступило, к примеру, от нашего кооператива поступило 25 заявлений в единую Россию, ну, в приемную Медведева. Остальная масса в деревне. Остальные, они все с улусов.
И Бурцев создавал еще ассоциацию ипотечных кооперативов, и туда входили Новый дом, этот ИПК, потом ИПК «Мой дом», потом входила Северная ипотека и доступное жилье. В общем, 4 кооператива. 2 кооператива в городе и 2 кооператива это в Северных Улусах. Но сейчас Бурцев успешно работает в Алданском районе, в Хатыстыре, теперь обманывает там людей. Это у нас Бурцев, это председатель ИПК «Новый дом». Понятно. Бурцев Степан Степанович. Он такой активный, он создавал ассоциацию ипотечных потребительских кооперативов. Он их создал. Он там был учредителем, и туда вошли, вот я как рассказываю, 4 кооператива. Вот «Мой дом», прям договора один в один, одинаковые, совершенно одинаковые, что у нас, что у них. И по закону, вот как выяснилось, да, в комментариях я посмотрела вчера, закон 215, оказывается, взносы имели право принимать только в денежном выражении, только в денежном эквиваленте. А «Мой дом» и «Новый дом» принимали квартирами. И эти квартиры в отчетах не отразили. Так как они должны были только принимать в денежном выражении, они только деньги отразили, а квартиры, которые у людей взяли в качестве пая, они их нигде не отразили. Если брать по заявкам, которые пришли в приемного Медведева, сколько сейчас человек подали заявление, кроме этих 25, вот, которых вы сказали? У нас подали заявление 25 человек, но это в основном же некоторых северных улусов, там же интернета нет, они даже и не знают, что это. По другим кооперативам «Мой дом» там 28 человек. А «Пик строим вместе» там, по-моему, больше 30 с лишним человек, ну, которые подали заявление. Вы работу свою продолжаете для регистрации потерпевших? Ну, то еще там... Ну да, мы продолжаем, но просто пока нету у нас офиса. Нас просто с приемной Медведева попросили. Ну, А так как люди знают, что надо в эту приемную идти, а нас там нету. Вот получается, что просто нам теперь не разрешают и негде принимать эти заявки. Так, и нам бы хорошо, чтобы узнать еще, чтобы на севере люди узнали. Но да. это надо, не знаю, как их оповестить. Потому что интернета нет, но как-то оповестить их надо, потому что там люди-то и не знают, что... Бурцев продолжает дальше свою деятельность, я правильно понимаю? Да, он сейчас просто уже под другим видом, но работает в Алданском районе. Там у него, он учредитель в 4 предприятиях в Хатыстыре. Это Якутский поселок в Алданском районе, вот он там. Еще представитель обманутых дольщиков, я смотрю, еще кто-то есть? Здравствуйте, меня зовут Смогулова Айгуль. Я представитель по кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам. И еще по теплосервису. Это двойные и тройные продажи, но там не только двойные и тройные продажи, там остался корпус Д, который признан самостроем. Его снесли уже. Но осталось 10 человек, которые провисли. То есть они покупали тоже, как все, вот скопом, получается, со всеми, кто получил выплаты, да, по СЛОДову, по этой программе, которая с этого года, 19-го и с этого года идут. Но вот эти 10 человек провисли. Конечно, для них безумно обидно, что так произошло. Так, и вот как быть с ними? Я обращалась в фонд по этому вопросу. Мне сказали, что обязательно нужно, чтобы они прошли через уголовный процесс. Но уголовный процесс над Харды главным виновником сейчас идет, но он всячески затягивается. То есть этим годом это не завершится. А программа действует только до 2021 года. То есть судьба этих людей, и вот то, что шанс, что эта программа продлится, либо же она возобновится, это же минимальный, понимаете как? Вы можете рассказать, сколько у вас человек? Ну, вот, самый крупный кредитный потребительский кооператив, и вы в курсе, это Ярко, СКПК Ярко. 1091 пострадавших, 628 миллионов по реестру кредиторов.
Но кроме него еще есть 16 кооперативов. Вот у меня список. 16 кооперативов. Но так как в некоторое абсолютно малое количество людей подали документы, мы предполагаем, что общее число приближается к 3000. Скорее всего, даже больше, наверное. Угу. И... Если это говорить по кредитным потребительским кооперативам. Кредитные потребительские кооперативы, у них в договорах не прописано, что люди копили на жилье, но при этом многие заявления, почти все, делали накопления, которые потом хотели вложить в жилье. Например, пайщики кредитного потребительского кооператива Ярков, они вообще знали, что они вкладываются в этот завод «Сфанкрит». Вы тоже, наверное, про него слышали, да, на территории Мархио находится. То есть получается, что мы относимся к жилищному строительству несколько, так сказать, косвенно. Но при этом люди копили на жилье. И сейчас они не понимают, почему законодательство защищает интересы обманутых дольщиков, а обманутые пайщики остаются абсолютно без никакого внимания. Я представляю пострадавших семей в категории ИЖС именно, индивидуального жилого строительства в городе Якутске. Нас подавших официально заявление 19 семей. Вот как Сергей Павлович сказал, вследствие, в общем, обнаружены более 60 семей. Угу. У нас проблема такая, что многие из нас прошли судебные суды, и в результате этого у нас судебные решения не имеют никакой силы, потому что это предприятие, как всегда, мошенническое предприятие, но в их счетах, конечно, денег нету, поэтому они нам никак не могут вернуть деньги. Мы в результате остались без земельных участков, без домов, то есть они нам ничего не построили. Там это как раз должно было запланировано по правой стороне Покровского тракта, 12-й километр. И там как земля стояла, так и в таком виде и стоит. То есть там никаких строительных, подготовительных работ не прошли. И мы без денег, без земли и без дома, получается. И, то есть, обращаемся во все инстанции, и в Минстрой региональный, и в правительство обращались, и в мэрию города Якутска обращались. То есть никакого существенного ответа мы не получаем. А также фонд пострадавших дольщиков тоже, можно сказать, состоим там как на учете, получается, да? Там руководитель Чусовская Наталья Гаврильевна. Тоже никаких определенных действий в помощи нам, то есть, можно сказать, нет. 5-й год идет, и поэтому только будут судебные, то есть будет суд по поводу мошенника. Выделен участок, и он под него собирал деньги, чтобы построить определенные дома, да, я правильно понимаю? И теперь у него ни денег и ни участков, или участки остались? Нет, участки, они, оказывается, были в обременении, то есть они не доплатили за земельные участки, поэтому те хозяева, которые продавали их, они отсудили обратно, то есть они их уже у них забрали обратно в судебном порядке. А ваши деньги забрали, землю забрали, и в итоге следствие идет, будет приговор, осудят, но явно денежных средств у него не окажется. Я правильно понимаю? Да.
Сейчас в уголовном деле всего лишь одна обвиняемая, это генеральный директор Омукова Василиса Викторовна, а все остальные, заместитель генерального директора Васильев Руслан Васильевич, также председатель СОТ «Энергия» Заптуев Валерий Семенович, главный бухгалтер предприятия, да, они все являются лишь свидетелями в уголовном деле. То есть они как обвиняемые не идут. И сколько вот я как бы обращалась с коллективным письмом и в прокуратуру, да, города Якутска, и прокуратуру республики, ну вот этот вопрос, он все-таки не сместился. То есть они действовали именно группой лиц, и они должны были и обвиняемыми быть, да, вот именно группой лиц. А всего лишь одна обвиняемая. Вот сколько лет? 5 лет следствие идет. 5 лет. И вот никак этот вопрос, в общем-то, ну, как бы обвиняемая вот, с тех пор одна и остается. Да, среди пострадавших у нас известные люди, да, известные в культуре именно. Это вот оперная певица у нас Айталина Адамова, пострадавшая. Также оперный певец Юрий Баишев, тоже пострадавший. Также и министр культуры тогда, он даже тоже был среди пострадавших, но они им, может быть, вернули деньги. Сейчас как бы от них информации никакой нет, что вот что они вот пострадавшие и так далее. Сейчас я вам покажу. Этот был Михаил Михайлович Донской, заместитель министра культуры и духовного развития республики. Вот она. Например, была также Пестрякова Туяра Игоревна, первый заместитель министра культуры и духовного развития культуры. Ну вот, в общем-то, известных людей там немало было, вот, когда мы вступали тоже, да. Как правильно называется этот кооператив? Так, называется ООО «Самар-Гидроэнергострой». Я вот хотел бы узнать, вы столкнулись с тем, что вот где ЕЖС, да, нет контролирующих органов в данном вопросе? Было такое, нет? Как загородный поселок должен был быть в плане, да? Но это же они с какого-то разрешения все равно начали такое строительство, получается, да. Это мы вступали, например, наша семья вступила в 2012 году, и они вроде вот какие-то разрешительные документы нам показывали, что вот с мэрией и так далее, но ну, мы же такие, я, например, сама педиатр, у меня муж преподаватель, ну, не знаю, может, это какая-то мошенническая схема у них, то по съемку они там предоставляли нам вот это вот, да, что вот разделенные участки, и говорили о том, что эти участки под этот сельхозугодие, и они вот в мэрии их усиленно продвигают, чтобы они вот перевелись на строительство под ИЖС. То есть они нам говорили на собрании о том, что вот ожидают разрешения с мэрии, что вот документы туда сданы и так далее, и что вот они ожидают разрешения на строительство под ИЖС, потому что земельные участки под сельхозугодие были. В основном, оказывается, люди там вошли в 2012 году, но есть люди, которые вошли в 2011 году, поэтому, то есть, ну, как бы начало с 2011 года, получается. Ну и в 2012 году, в 2013 году входили люди, вступали, оказывается. Сергей, а как ты в этом отношении видишь, какое?
решения вопроса. Для того, чтобы предлагать те решения, которые бы помогли, а это, тем не менее, это земля, это земельный вопрос. То есть мы понимаем хорошо, что у мэрии денег нет, у республики денег нет на это. Или у республики надо это вот в бюджетном комитете, собственно, анонсировать и доказывать, что такие средства будут нужны. То мы рассматриваем самый простой вариант – это земельные возможности. Но на сегодня мэрия, которая, мы считаем, вот я потом дам возможность высказаться коллегам, мы считаем, что мэрия не то, что не способна решать такого рода вопросы. Наша мэрия, она целенаправленно отталкивается от возможности вообще общаться и решать эти вопросы. Сколько мы не предлагаем мэрии встретиться. Недавно я отправлял письмо даже на председателя Гордумы Альберта Никандровича, ни звонка, ни ответа, ничего так и не увидел. То есть способна ли мэрия сегодняшнего состава работать? Для нас это вот такой вот вопрос. Я периодически вынужден останавливать всех лидеров, потому что люди хотят бунтовать. Летом я просил не разбивать палаточные городки около мэрии. Сейчас прошу пожилых людей, ковид, все же, давайте я попробую как-то через региональную власть достучаться до мэрии. Давайте не будем проводить пикеты. Но я думаю, что уже пара объектов я отпущу на волю, скажу, давайте строим вместе, пожалуйста, по этажам пикетируйте, наверное, дам добро. То есть у меня уже есть объекты, там и Дрова-Битяй хочет митинговать, и есть люди с ГСПК «Маяк» хотят, то есть поймите, люди кипят, это котел, когда-то он взорвется. Моего авторитета когда-то не... Видите, даже ИЖС сегодня признался, что они готовы пикетировать. Очень сложно народу разъяснительную работу вести. Вот такая вот, понимаете, вот такое состояние мэрии. Вот, да. Заявление в мэрии тоже давали от нашего объекта по улице Клары Цеткин, 14/4. И нам постоянно приходят отказы. Отписки, да. То есть нам навстречу, и наш вопрос вообще не решается. Да. Отказ. Да. Я тоже считаю, что мэрия абсолютно не занимается, да, это я опять-таки утверждаю не голословно, а именно по объекту, который мэрия и снесла, когда мэром был Айтен Николаев. Это теплосервис, блок Д. И на прямом эфире я задала вопрос Авсентьевой, потому что в фонде мне сказали, вопросом этих 10 тысяч человек может заниматься только мэрия. Если она решит какую-то программу создать, будет им помощь. Нет. Я обратилась к мэру. Так как сейчас коронавирус, невозможно обратиться непосредственно, я обратилась через прямой эфир и задала вопрос. Она ответила, все вопросы Минстрой и фонд. Дольщиками занимаются только эти организации. То есть с ее стороны нет никакого абсолютно желания заниматься теми объектами, в сносе которых как раз-таки и замешаны. То есть вот эта политика мэрии скинуть ответственность с города, они же понимают, что у них не хватает бюджета, они его и не пытаются формировать, не создают условия для застройщиков, которые бы могли этот вопрос успешно достаточно решать с помощью преференций через мэра. Они это не реализуют, они идут по пути наоборот. Вот строим вместе, хотят отобрать землю. По объекту, где у нас ДРЗТ? Лиза Чайкина 5, там нужна прирезка дополнительных земельных площадей для любого застройщика, который бы зайдет. Вот. Да, вот представитель Лизы Чайкина сидит. Там 74 человека, имеется в виду еще и сгоревшие мансарда. Вот. Вопрос озвучен, но он не в работе. Это год назад, осенью, предположим. Тоже мы заплатили немаленькие деньги, в принципе, и земля относится к городу, и в собственности находится застройщика. Можно это все было решить давным-давно даже. А мы годами ходим по инстанциям, и у нас АВОС и ныне там называется. Мне кажется, сейчас вам надо уже заявление прокурору города о бездействии мэра города и окружной администрации. Я бы хотела внести небольшую поправку. Не обманутых дольщиков, обманутыми дольщиками мы не считаемся. Обманутыми дольщиками они по федеральному закону занимаются. Нами нет. Не они, фонд занимается. Фонд занимается.
Но Не, ну, мы никуда не давайте входим. дойдем до того, что не обманутые дольщики, а пострадавшие люди из-за Да. машин. Да. Пострадавшие Нужно граждане определиться с терминологией, при чтобы не строительстве. путать. И я так понимаю, необходим закон республики, да? Законодательная инициатива по этому вопросу. Да, совершенно верно. И вот хотелось бы, Сергей, прокомментируйте, как сейчас идет дела уже с признанными обманутыми дольщиками, я так понимаю, да? Есть там проблемы или же все-таки по большей части там что-то уже налаживается? По объектам, попавшим в реестр ФЗ-214, идет работа, слава богу. Вот действительно надо сказать спасибо, Благодаря что... кому? Ну, благодаря кому мы знаем, ну, я Ну, не надо имею... сказать. Это не я говорю. Это работает фонд Чусовская Наталья Гавриловна, надо сказать спасибо. Спасибо Александру Сергеевичу, что он в свое время все же встречался и лоббировал интересы дольщиков. Опять же, реестр ФЗ-214. Спасибо, что создан межвед зампредом. Вот, и как бы работа идет. Правда, НКО туда не приглашали ни раз, на республиканский межвед комиссию. Потому что немножко бы было перца побольше и поострее бы все это проходило, и оценку бы деятельности республиканской власти была бы, ну, наверное, может быть, немножко поострее. Но, тем не менее, в целом республика отрабатывает, но только в части. Вот. Я надеюсь, что в этом году закроется вопрос «Монолит» вторая очередь и ЧРФО. Вот. Надо сказать спасибо еще раз, то, что нам повезло, что мы закроемся в конце этого года или в начале другого. Судя по прессе, что будет в 2022-2023, где прогнозы по финансированию проблем дольщиков на фонде Дома РФ неутешительные, что будет с объектом строймонтаж 2002, я не знаю. Но прогноз у меня плохой. То есть я прогнозирую не менее 5 лет для решения той группы. Также прогнозирую, пока нет полной информации по другому объекту, это стройакадемия, там тоже есть дольщики, но они пока по старому законодательству могут строиться. Вот это утешает и радует, что вступивший новый там застройщик, дай бог, построит. Вот. И у нас, собственно, заканчиваются объекты ФЗ-214 по большому счету. Поэтому мы прошли вот эту. Республика одна из первых закончит этот вопрос, это позитив. Все же это действие республиканских властей. Вот. Есть, конечно, проблемы, есть вопросы к ним, но тем не менее мы эти вопросы решили. Особо спасибо Солодову за его постановление, то есть это при нем вопросы решились двойных продаж, это его было последнее. Вот. И у нас остается 215 федеральный закон, то есть это вот закон о кооперации, одновременно вышедший, как говорил представитель от кооперации, вместе с 214. Фактически один день, также в один день. Вот. Вот о нем надо будет потом вместе с федеральной властью говорить. Но, слава богу, 27-го будет первое пленарное заседание Гордумы в онлайне, но будет. И я на днях очень попрошу, чтобы в онлайне приняли участие лидеры групп. Подготовлю их, и там мы уже будем говорить о своих предложениях к региональной власти. Ссылаясь на опыт Хабаровского края, где по 161 федеральному закону решен вопрос значительной части дольщиков, одного из объектов, когда федеральная земля была выдана созданному кооперативу, и кооператив сейчас привлекает инвесторов. То есть, слава богу, эту модель можно использовать. Напоминаю, башкирский опыт, о нем говорит Министерство строительства Российской Федерации абсолютно недавно, и ждем 30 октября. Возможно, он будет рекомендован для регионов. Это создание судностроительных кооперативов. Именно судностроительных с участием бюджетов региональных. Башкирия не очень богатая страна при наличии нефти. Вот. Но тем не менее она нашла деньги, у них этот судный механизм заработал. Это тоже одна из возможностей решать вопросы кооперации. Надо не забывать, что закон о кооперации в 2004, я не ошибаюсь, если того времени региональные власти участвовали в разработке этого закона в 2004 году, лоббирование, проведение. Там есть, что проблема-то в кооперации? Механизма защиты и возврата средств не были. Ведь по этому закону, по 215 от Центробанка представители должны были на месте буквально там ежемесячно шерстить всю эту публику кооператоров. Ничего этого не было. Регион выпал абсолютно. Вот мы имеем 3600 семей.
ну, умножим на 3, сколько это у нас будет? 10 тысяч голосов. Упорно ненавидящих сегодняшнюю ситуацию вообще и в республике, и в стране. Вот. Но при этом мы имеем позитив благодаря, опять же, региональной власти в лице объектов ФЗ-214, где мы вернули веру в Единую Россию. Офис Дмитрия Анатольевича Медведева, опять же.